Не просто профессия, призвание. Как всю жизнь посвятить только одному делу? Ответ на этот вопрос знает героиня нашего сюжета Ирина Сергеевна Рамонова-Акацева. Работе в школе она отдала 40 лет. Преподавала русский язык и литературу, а также осетинский язык. Вот уже 10 лет на пенсии, но с особой теплотой вспоминают уроки и своих детей. После знакомства с Ириной Сергеевной мои коллеги задались вопросом, готовы ли также полюбить свою работу тем, кто делает в ней первые шаги. Сабина Гатагова продолжит тему. M совпадает с N, то есть если количество строк совпадает с количеством столбцов, то матрица называется квадратной. Посвятить жизнь математике Мария Кукашвили решила еще в юном возрасте. Любимый школьный предмет давался легко. Царица точных наук удивляла логикой и интересными примерами. Уже позже, когда настало время определяться с будущей профессией, твердо решила – учитель математики. С тех пор о выборе не пожалела. Стать учителем, вот желание появилось немного позже. Изначально я не думала, что я именно хочу стать педагогом. Сейчас я работаю, и я занимаюсь, можно сказать так, что я занимаюсь тем, что мне нравится. Год назад Мария закончила университет, сейчас на первом курсе магистратуры. Учебу совмещает с работой в электронном колледже. Признается, студентов расположила к себе сразу. С первых занятий объяснила молодым людям, что пришла их учить тому, что в жизни обязательно пригодится. Я и так молодая, и чтобы им сложно воспринимать как учителя, поэтому нужно как-то построже, чтобы они слушали. В основном ребята хорошие, они слушают, и с ними не так уж сложно. Профессионализм молодого преподавателя студенты сразу оценили. Обращаются за помощью и советом, а математику открыли для себя с новой стороны. Мария Майзеровна замечательный преподаватель. Она действительно очень интересно преподает. Несмотря на то, что она молодая, ее интересно слушать. К ней можно спокойно подойти после пары и задать дополнительные вопросы. Она с удовольствием ответит. Если Мария работает учителем всего месяц, Ирина Сергеевна Рамонова-Акацева 40 лет посвятила школе в Хумалаге. Преподавала русский и осетинский языки. Признается, всегда имела мягкий характер. Но работе это не помешало, ведь слово имеет великую силу. Но ее понимали и по взгляду. Я старалась, чтобы меня взглядом понимали. Чтобы я не кричала. Я требовала. Если ученик мог работать лучше, я требовала с него. Но не очень строгим я был. У меня был общий язык с учениками. Понимали мы друг друга. Сейчас Ирина Сергеевна на заслуженном отдыхе. Педагоги с большой буквы в родном селе не забывают. А сегодня лично поздравить приехала министр образования и науки республики Людмила Башарина. Теплые слова, подарки и, конечно, разговор о школе. О том, какой она была и какие перемены в образовании сегодня. Уже несколько лет Министерство образования ввело такую традицию, как поздравление в День учителя. Учителей, которые уже долгое время находятся на пенсии, но которые посвятили всю свою жизнь школам. Конечно же, это очень важно, потому что учитель, который в течение долгого времени привыкает к вниманию, к окружению родителей, к окружению, конечно же, детей в первую очередь, им очень не хватает вот того внимания. Ирина Сергеевна не смогла удержаться и спросила министра о том, идут ли сегодня в школу молодые учителя. Ответом осталась довольна. Людмила Башарина рассказала, дефицита кадров в сфере образования нет. Профессия среди молодежи востребована. Есть небольшие проблемы в высокогорных школах республики, но выразила уверенность, что школьная биография Ирины Сергеевны послужит примером для молодых коллег. Сабина Гатагова, Игорь Войцеховский. Новости Осетии.